Поехали. Пока-пока, моя веселая семейка. Вот и уехала моя веселая семейка. В райцентр. И оставили меня одного в деревне. Одинешенька. Одинешенек буду я куковать в деревне. Ну, вот, кстати, все-таки месяц спустя сегодня наклеили вот наклейку. Получилось вот как-то вот так. Если, не знаю, сколько продержится, я считаю нормально. Вот. У нас, кстати, друзья, второй день уже лето. Третий день нет дождя, и второй день просто тепло. Ходим в одной футболке. Наконец-то и в наши края пришло лето. 19 августа. Так что проводил я своих в райцентрах. Ну и теперь небольшой перекус. Привет, Туман. Небольшой перекус. И попробуем пару часов съездить на речку. Вот такая вот картошка у нас. Вся уже почернела. Идеал почернел. Вон, памятник полевой. Действительно стоит как памятник. Цветет и пахнет. Чеченская так себе. А вот это идеалу уже пришел конец. Все, собираемся на речку. Встречаемся на реке. Ну вот мы и на реке. И как мы видим, если дождь закончился, значит и вода пошла на спад. Вот столько упало воды. По грубым подсчетам почти около метра. Около метра. Моя лодка вот на суше. Все лодки на суше. Вода падает. И падает очень быстро. Я вчера специально приходил. Вода была возле лодки еще. Это значит, она столько упала. Специально взял ловушку опять весеннюю на мальков. Потому что мне сегодня один человек, земляк, спросил ВКонтакте, почему, говорит, я сделал 30-литровую ловушку и малек туда не лезет. Если... А рядом, говорит, его очень и очень много. Вот теперь мы попробуем закинуть. Вот мы смотрим. Здесь вот мальки прыгают. Я прямо сейчас здесь недалеко от берега закину эту ловушечку. И будем смотреть. Так вот. Закину. Посмотрим, как она утонет. О, легла по курсу. Снизу там у меня есть груз. Бульк. Все, утонула. Вечерком посмотрим на обратном пути. А пока все, уезжаем. Что, друзья, можно одевать камеру на голову, хотя проплыли около километра, наверное, и поймал вот только первую окушка. Вот такой вот окунь. Пробовал все, и резину, и блесну, и мушку, и все. В итоге сделал вот такую снасть. Не знаю, видно, не видно. Сверху мушка, посередине джиг-головка с виброхвостом. И снизу вот такая блесенка. И вот на джиг с резинкой клюнул первый окушок. Так что одеваю камеру на голову. Может быть, что-нибудь еще увидим. Времени осталось до заката солнца совсем немного. Солнышко вон уже на горизонте. Ну, где-то может около часу максимум. И потом уже будет темнеть. Ничего страшного. Сегодня у нас разведка боем, так сказать. Что и как. Окушок клюнул. Это подает надежды. Завтра соберемся и пойдем
Поедем уже, возьмем с собой поесть, возьмем с собой побольше снастей и поедем подальше. Будет клевать, останемся на ночь. Ну, не будет, вернемся обратно. Это будет завтра. А сегодня у нас до заката солнца полчаса. Еще как... Нет, солнышко-то сейчас сядет уже в течение 5 минут. Ну а там до темноты еще немного времени у меня останется. Вот. Доплываем к нашей дамбе. Попробуем там. В прошлый раз, когда я ездил, окунь не клевал, но на перекате на дамбе поймал 4 хариуса. 2 хороших, 2 чуть поменьше. Съемку не производил, потому что клев был еле-еле. Моросил дождь. Короче, была еще одна рыбалка, а так, как потеплело, как перестал дождь, сразу появилась куча дел в деревне. Это скосить, это убрать, ягоды собрать. Короче, просто так не сидели. Занимались делами. А дела в деревне есть всегда. Ну так вот, доплыли мы до дамбы. Как мы видим, она вся еще под водой. Только-только вот немного начал, островок немного появился. В скором времени, вот если вода будет падать, здесь будет дамба. Окунь больше не клевал. Ну вот я подъехал сюда. Здесь перекат. И хорюски плещутся. Так что у меня есть блесенка на моей снасти. Есть и брахвост, и есть одна мушка сверху. Как бы есть вариант. Ну, возможно, если хорюс берет, то он, может быть, и возьмет. Оп, что-то гналось. Гналась за вибриком. Гналась за вибриком и дернула за резинку. Что это было, не знаю. Вот еще хорюзок плесканулся там ниже. А тут кто-то был. Шел волной. И потом дернул за резинку. Скорее всего, это, конечно, окунь. Я так думаю почему-то. Ну, может быть, и хорюс. Продолжаем кидать. Солнце уже скрылось. За деревьями и куча мошкары. А лезут во все дыхательные. Кто-то еще дернул. Не понял на что. Вот он. Хариус плещется. Но это так, не крупный хариус. Хотя где мелкий, там должен, по идее, быть и крупный. В прошлый раз тоже здесь плескался мелкий. А на блесну взяла 2 хорошеньких. И еще 2 небольших. На мушку я поймал тот раз. Извините за скрип. Это у нас опять та же самая несмазанная ручка, которая скрипит. Просто я с того спиннинга поставил на этот. Опа, есть. Блин. Был удар. И опять же я не понял, за что именно дергало. Но удар был. Сейчас вода упадет. Будет хариус клевать. Никуда он не денется. Он уже вот прыгает.
Солнышко село. Наступает темная ночь. Погода идеальная. Вода падает. Но клёва пока нет. Так что не будем мучить спиннинг. Наш улов составляет сегодня вот один вот такой вот беленький окушок. Отпускать не буду, потому что у меня белый ждет рыбу. И я отнесу этого окуня своему коту. Завтра будет день. Завтра будет новый день. Если позволит погода, мы обязательно выйдем на речку. И надеюсь, завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Ну а пока, всем пока. И до встречи на реке. До свидания.